Делегация Республики Башкортостан продолжает свою работу на полях 15-го юбилейного международного форума «Транспорт России». На стенде Республики Башкортостан представлен один из основных инфраструктурных проектов региона. Это строительство восточного выезда. И сегодня о том, как удалось сдвинуть этот долгострой с мертвой точки, мы поговорим. И о других, конечно же, вопросах мы поговорим с заместителем премьер-министра правительства республики Раифом Абдрахимовым. Раиф Рамазанович, здравствуйте. Добрый день. Раиф Рамазанович, вот мы уже упомянули на нашем стенде это проект восточного выезда. Расскажите, пожалуйста, какова его судьба, сколько он строится и когда все-таки по нему поедут автомобили? Сегодня стройка идет успешно, мы очень довольны. На сегодняшний день на объекте работает более 2500 рабочих разных профессий, порядка 200 единиц техники. Ежемесячный объем выполнения на данном объекте сегодня больше миллиарда рублей. Таких объектов на территории не только республики, Российской Федерации можно посчитать по пальцам. Да? Это объект самый крупный инфраструктурный проект в нашем ПФО, ну и второй объем по величине в Российской Федерации. Объект, вы все знаете, что он 33,5 миллиарда стоит. На сегодняшнее выполнение объекта порядка 30%. Республика вкладывает 4,5 миллиарда рублей, получает объект стоимостью 33,5 миллиарда рублей. Еще раз говорю, на объекте работа организована, и мы надеемся, что до конца 2023 года мы откроем движение. Что это даст для Уфы, для региона? Ну, это, естественно, любая дорога, любые мосты – это развитие. Это развитие региона, развитие города, это дополнительный выезд. Уфа у нас полуостров, и Уфе у нас катастрофически не хватает мостов, не хватает связей. Поэтому, естественно, это даст хороший подспорье для развития Зауфимья. И вообще там, и сегодня уже там Зауфимья, да, Нагаева, Русский Юрмаш. Живут очень большое количество людей, которые сегодня могут комфортно добираться до центра города. Коснулись темы мостов, давайте продолжим. Какие гидросооружения нужны для башкирской столицы? Где они в первую очередь необходимы уже сегодня? Основной, естественно, это Уфа. Да, основной Уфа, еще раз повторяю, полуостров. И сегодня катастрофически не хватает связи. Не хватает связи и за Беле, и за Уфиме. И то, что даже сегодня мы буквально недавно с вами 4 числа открыли новый мост, ставку моста. Это хорошая была работа. Очень неплохо мы поработали, открыли мост. И вроде бы уже пробки ушли. Но, тем не менее, уже сегодня нам надо ставить арочный наш мост 69-го года на капитальный ремонт. Он уже просто морально устарел, морально, физически устарел. Одно просто слово скажу, что за минус 22 его вообще просто по него нельзя эксплуатировать. И летом, когда была жара сумасшедшая, заклепки даже вылетали, поэтому большое беспокойство вызывает. Тем не менее, мы его в декабре отторговываем и ставим на капитальный ремонт. И надеюсь, к 2024 году, ко дню празднования юбилея нашей столицы, мы его откроем. Тем не менее, я горожан хочу, чтобы горожане понимали, закрытие арочного моста больших проблем движения в сторону аэропорта не создаст. Так как мы закрываем 2 полосы на выезд, которые по арочному мосту есть, а взамен мы построили сегодня 3-полосную вставку. Да? То есть то, что было у нас на 1 полосу больше. И еще у нас есть планы там вместо 3 полос сделать 4 полосы, и будет 6 полос на выезд работать, и пробок не будет. Поэтому это первое, то, что мы по мостам предложение. Второе, мы начинаем на следующий год проектировать мост через выход на Мегу. То есть это через Кузнецовский затон на Мегу. Большой проект, красивый красивый вантовый мост мы хотим спроектировать. И если все будет нормально идти, складываться, я думаю, в ближайшие 2 года мы его начнем строить. Ну, естественно, у нас еще уже готовый проект есть, мост через Интернациональную. Проект у нас готов, прошедший экспертизу. Мы готовы приступить к его реализации при нормальных условиях финансирования, я скажу. Да. Вчера я встречался с председателем правления банка ВТБ Костином и обсудили возможные варианты начала финансирования данного строительства, данного моста. К концу декабря у нас будет примерно финансовая модель, и потом где-то, наверное, в начале того года будем обсуждать, и, я думаю, найдем какое-то приемлемое финансовое решение, и, может, по концессии, может быть, как этот мост начнем строить. Далее, конечно, нам необходим мост, это выход Нижегород-Кедема, но пока дальняя перспектива, но по нему тоже у нас какие-то, первые проработки есть. Естественно, хотел бы сказать еще большая проблема
у нас в городе есть мосты предаварийные, аварийных мостов у нас нет. Предаварийные мосты, это вот и тяжелая ситуация по Шакшинскому мосту, плохая ситуация по Галле, есть плохой очень, вы все знаете, мост в Стерлитамаке. Сегодня будем заместитель министра транспорта России встречаться с Костюком. Надеюсь, какое-то решение по финансированию этих мостов найдем. Ну, насчет Уфы-то понятно, а вот что делать в районах? Ведь там тоже довольно много ветхих аварийных мостов, и ремонтировать их зачастую у самих муниципалитетов тоже совершенно. Да, поручение есть, разрабатывается программа, называется «Аварийные мосты» по Российской Федерации. На следующий год наша задача из аварийных, предаварийных мостов 340 метров мостов отремонтировать по Республике Башкортостан. Программа составлена, разработана, и порядка полумиллиарда денег мы надеемся с федералов получить. А строительство новых мостов также в районах, в городах, не в Уфе, запланировано? Понимаете, да, мы не останавливаемся, мы проектируем, мы занимаемся. Вот буквально, давайте так вот, на днях, да, торги прошли, объявились торги, проходят торги по мосту через Быстританет, это в Джуптилинском районе, это дорога Уфа-Нефтекамск. В Фурийском районе один мост мы отторговываем, в Дуванском районе сейчас будем делать. То есть работа не останавливается, работаем. К сожалению, желание всегда больше, чем финансовые возможности, но тем не менее работает. Так, Роман Иванович, дорожная сеть в Башкортостане, она одна из самых протяженных в России, и постоянно, получается, идет развитие, да, строится существующим дорогам, строятся еще и новые. Вот расскажите про этот проект. Какие новые дороги появятся в Башкортостане? Чтобы вы понимали, мы вторые по России. У нас 48 тысяч километров дорог всего. Из них 800 это федеральная, остальная муниципальная, межмуниципальная, региональная. Самая большая, еще раз повторяю, сеть, впереди нас только Алтай, там 53 тысячи. Где Алтай, где мы, да, то есть, тем не менее, вот у нас, я говорю, вот в этом году более 28 миллиардов территориальный заказ. Это это исторический максимум, который когда-либо был у нас, вообще в Республике Башкортостан. Тем не менее, этих денег не хватает катастрофически содержать, развивать и все остальное. Да. У нас вот по опорной сети, если сказать, которая по Республике Башкортостан, это нормативное состояние находится всего лишь 56%. К 2024 году мы можем своими средствами, мы посчитали, это порядка 62-64% дойти. То есть нам нужна федеральная поддержка. Федеральная поддержка, мы сегодня соглашение выставили федералами, надеюсь, в ближайшее время подпишется, это примерно 18 миллиардов на 3 года. Тогда в этом случае мы сможем довести за счет капитального ремонта, за счет тех работ по дорожной сети, сможем до 85% довести. Большая эта работа, мы с федеральным центром очень плотно работаем, общаемся, и я думаю, что какие-то решения будут, и на это будем стремиться. В Башкортостане, помимо строительства автомобильных дорог, также внимание уделяется и строительству железных дорог. Вот сегодня на форуме также обсуждались эти вопросы, окольцевать столицу республики железными дорогами. Скажите, как будет идти эта работа, для чего она нужна? И Ради Фаридович тоже особый акцент делал на том, что это не просто должна быть железная дорога, но это должен быть такой транспортный узел, чтобы люди, допустим, с Демы могли без труда добраться до Иглину, до других населенных пунктов, что там остановки нужны, пешеходные переходы, чтобы все это было доступно. Вы же Московскую кольцевую железную дорогу знаете все, да? Мы и там восхищение на это смотрим, и москвичи это сумели сделать. Потом уже по пути хотим пойти и мы. Мы сделали проектные работы по Уфимскому железнодорожному кольцу, как мы его называем. Это южный обход, если по-старому называли, а сейчас так прошли, сделали технико-экономическое обоснование. Технико-экономическое обоснование показывает о том, что имеет будущее. Это минимум 5,5-6,5 миллионов пассажиропоток будет по этому кольцу ежегодно пользоваться. Это удобно, правильно. Я сам садился в Деме на железную дорогу, доезжал до Иглино, из Иглино возвращался со стороны, со Снагаева, Чесноковка и все остальное. Прекрасно. В общем, мы можем очень быстро решить нормально транспортные, найти транспортное решение для многих тысяч наших горожан, особенно уфимская агломерация, да, то есть Иглинский район, Уфимский район. Мы над этим занимаемся, работаем. Естественно,
объект очень сложный, капиталоемкий, и найти легкие решения финансирования пока, к сожалению, не представляется возможным. Мы с РЖД уже, наверное, это пятый вариант. Вот вчера обсуждали пятый вариант схемы финансирования. Опять-таки, вот пока у нас мы не нашли общего языка, но тем не менее, да, мы двигаемся вперед. Я думаю, в самое ближайшее время мы придем, найдем общее решение. То есть, опять-таки, без решения правительства Российской Федерации мы не сможем это. Вот мы и РЖД только вместе, два сделать. Еще третий партнер у нас в виде правительства Российской Федерации появится, и, наверное, мы решение найдем. На полях форума продолжаются деловые встречи, в том числе и с участием делегации нашей республики. Перед коллегами из других регионов, какие еще достижения может республика показать, чем гордимся? Транспортная сфера. Давайте таким образом. В этом году, вы сами понимаете, да, и прошлый год, этот год невероятно сложный, честно. Да, но тем не менее, честно говоря, за отрасль не стыдно. Если взять наши авиаперевозки, во-первых, терминал мы открыли, да? Новый терминал. Вот в такое тяжелое время мы построили, открыли новый совершенно терминал. Он уже работает, обслуживает наших пассажиров. И в этом году у нас будет рекордное количество пассажиров, которые пройдут через наши воздушные ворота, через Уфимский аэропорт. Это будет 3,8 миллиона человек. Такого в истории Уфы не было. Вот мы идем к этой цифре и очень этому радуемся. Мы закончили проектирование взлетно-посадочной полосы, дополнительная работа. Сегодня находится на экспертизе, и как только выйдем с экспертизы, будем заниматься над тем, чтобы начать финансирование строительства взлетно-посадочной полосы. По железной дороге то же самое. ЖД вокзал, в первую очередь, вы все видели, открыли. Он у нас получился очень хороший. Мне кажется, пассажирам нравится. И задача 450-летия города Уфы сделать второй этап закончить и запустить в полном объеме железнодорожный вокзал. Естественно, там и другие железнодорожные вокзалы. В Туймазах мы отремонтировали, в Стерлитамаке отремонтировали, видели, да, прекрасные вокзалы у нас получились. Поэтому и во всех отраслях. По автобусным перевозкам, вы сами знаете, республика в последнее время, как мы купили для автотранса техники, ни один регион такого не покупал, и такого нет. Понятно, там есть определенные еще моменты, которые мы еще не дорешали, да, по пассажирским перевозкам, но тем не менее мы над этим работаем, и в самое ближайшее время горожане, уфимцы и вообще республика увидят, что будет движение. Благодарю вас за ответы. Я напомню, что сегодня мы общались с заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан Раифом Абдрахимовым. Делегация Республики Башкортостан продолжает свою работу на полях международного форума «Транспорт России».